Годы Первой русской революции 1905-1907 годов стали годами подъема татарского движения. В этот период в Казани издается очень много газет на татарском языке. Они иногда даже конкурировали. И вот в одной из них, газете «Алислах», «Реформа», сотрудничает наш любимый поэт Габдулла Тукай. Поэт, которого знают многие, прожил всего 27 лет, но оставил какое наследие. Габдулла Тукай родился в деревне, в семье муллы. Хорошие гены, можно сказать. Но в 4 года маленький Апуш уже круглый сирота. Его передают из семьи в семью на воспитание. Потом он обрел счастливое детство в деревне Карлай. Красоту природы этой деревни он описывает в своей знаменитой поэме «Сказки Шурале». Мәк қазан артында бардыр бір ауыл қырлай дилер, жырлағанда кешін тауықлары жырлай дилер. Татары, конечно же, обращают внимание на красивую мелодику, ритмику, вообще красоту его языка. Габдулле Тукаю посчастливилось, его отправили учиться в Уральск. Примерно 9 лет ему было. В Уральске он получает прекрасное образование в прогрессивном медресе в течение 11 лет и начинает тоже в конце переводить произведения Лермонтова, Пушкина, изучает не только восточные языки, но и русский язык. И вот 1907 год, он едет в Казань. Все эти молодые люди, слева от него, они же стали классиками татарской литературы и создателями первого татарского театра. На этой фотографии в центре мы видим Фатыха Амирхана, его ближайшего друга. Ну а левее фотография, где запечатлен Гаяз Исхаки, которого я ставлю рядом с Тукаем. Если наш Тукай – это поэт Гаяз Исхаки, прекраснейший татарский прозаик конца 19-го, начала 20 века. Молодежь это собирается в доме напротив озера Нижний Кабан, называли шерх-клуба «Восточный клуб». Это такой период, когда не только издаются газеты, но и то время, когда появился первый театр. Это 1906 год. Здесь можно увидеть фотографический портрет нашей актрисы, одной из первых, Фатимы Ильской. Представлен костюм ее, ну и несколько театральных предметов, и фото Ашказарского, тоже одного из создателей татарского театра. В Казани Габдулла Тукай снимает маленькую комнатушку напротив озера Нижний Кабан. Дверь всегда открыта, всегда в любое время дня его посещали друзья. Он заболел чехоткой, о своей болезни, конечно, он не знал. Первый раз доктору показали во время его путешествий в Петербург. В Петербурге состоялись встречи с татарами Петербурга. Кстати, в музее Тукая можно увидеть тот предмет, что ему подарили в Петербурге. Это письменный чернильный прибор. Там также можно увидеть, что купил Тукай на первый свой гонорар для того, чтобы подарить своей сестре. В 1912 году друзья организовали поездку в Петербург, но когда показали доктору, он сказал, поздновато уже. Зимой он едет в деревню пить парное молоко, ослабленный.
чуть-чуть поправил здоровье, но в апреле 1913 года он умер. Здесь вот последняя его фотография. Его сфотографировали в больнице накануне смерти. Апрель – это месяц рождения, апрель – тот месяц, когда он ушел. 10 тысяч человек вышли его провожать. В этот день не работали некоторые школы и даже фабрики. Стихотворение о родном языке «Тугантель» стало неофициальным гимном татар, который мы поем, татары, с 3 лет. И «Тугантель», и «Матуртель», «Эт кемен кемнен теле». Больше о жизни Тукая можно узнать в литературном музее имени Габдуллы Тукая. Здесь вот макет этого здания, дом Шамиля называется это здание. Литературный музей Габдуллы Тукая находится в Старой Татарской Слободе.